Так, ну что, выезжаем с курортного. Сколько у нас там? 28%. Мне надо сейчас поменять батарею. Или проедем чуть дальше. Поменяем. Проедем, да, там поменяем, где-то станем. У нас 4 деления, мы выезжаем с курортного. Вообще отлично. Я считаю, можно было даже и в Лисью бухту поехать. Раньше надо просто выезжать и не спеша ехать на ЕМТБ. И можно спуститься с горы в Лисью бухту и потом подняться. Так что прикольно, я нашел место. Погнали городские. Пешком идет с курортного в Коктебель. Да не, она идет куда-то, видно, в начало курортного, скорее всего. Прогуляем. Пошла дорога в сторону Лисьей бухты. Live again. О, вторые деления. Вот это по-нашему. Вторые деления, это да. Так, сейчас надо стать. Фары, наверное, уже надо включить. И поменять батарейку. Так, ну что, выезжаем с курортного, направляемся на выезд. Конечно, тут ям столько, капец. Дорога вообще не ахти. Ну, такая есть, да. Другой дороги нету пока. Ох, 40 притопили. Чик-чик-чик-чик-чик. Птички, чик-чик-чик-чик.
30 до Коктебеля ехать. Минут 30 ехать, да. Уже, кстати, время сколько? 7:10. Ну, в 8 будем дома, нормально. Даже, может, сейчас успеем заехать на смотровую в Коктебеле. Если там, кстати, ветра нету. А то если там ветер, там не посидишь на лавке. Пу-пу-пу, вечер, вечерок, да. Дорога здесь, конечно, подубитая капитально. Такие тут не ремонтировали, я не знаю сколько. Она тут уже, бог знает сколько лет в таком состоянии. Никто не выделяет деньги. Никому не надо. Денег нет, все. Денег нет, да, сидите, ездите по таким дорогам. Не, сейчас сделают. Не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год, там, два, по-любому сделают здесь дорогу. По Крыму, если вот так смотреть, то дороги сейчас вообще прям, ну, везде вообще меняют, ложат новые. Просто еще до некоторых мест не дошли. Дойдут попозже. Посмотрим, да. Ну да, так везде, если смотреть, то там дороги. Новенькие уже. А чего стоит трасса одна, Таврида, с Керчи до Севастополя? 250 километров, фига себе. Вообще шикардосно. Все, мчим на Коктебеле по трассе. Мчим по трассе на Коктебель.
вечерний. Турут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Турут-тут-тут-тут-тут-тут. 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 Да, на турбо, конечно, приятно ехать. Ничего не скажешь за ЕМТБ. Ну, ЕМТБ, да, медленнее скорость, нагрузка чувствуется. А на турбо жаришь и жаришь. Практически нагрузки не ощущаешь, особенно по трассе вообще. Только в горах на подъемах ощущается нагрузка, а по трассе вообще ни о чем. Нагрузочка. Городах, ты наш родной городах. Нет, там, конечно, с самой высокой точки в курортном вид вообще просто шикарнейший. Я не ожидал. Вообще прям шикардос. Теперь я полюбил курортное из-за видов тех. Саму набережную я там не люблю, а вот виды я полюбил. Просто шикарные виды там. Просто шикарнейшие виды. Шикарнейшие виды, да. В следующий раз по-любому я поеду в Лисью бухту. По вот той тропе хочу жахнуть. Жарим сало. 37 идем. Нормально. Что там видно еще? Ну так можно даже включить габарит задний, чтобы было нас видно. Да езжай, так сигналишь. Слышу я, что сзади едешь. Ла-ла-ла-ла. Да, ветер теплый, супер. Вечер такой. Приятный вечер. Ветер теплый. Переключимся. Подъемчик.
Фу. Ветер теплый, хорошо, кайф вообще. Кайфушки. Так, сейчас надо задний габаритным включить. Все, погнали. Да, ветер теплый вообще. Отлично. Отлично. Эзи, Насти. Эзи, здрасте. Сейчас уже будем в Коктебеле. 5 минут и мы в Коктебеле. Да, ветер тепленький, хорошо. Ой. Сафари ранчи.
что, заезжаем на смотровую. Время 19:25. Ну, можно подняться на минут 10. На 10 минут можно подняться, посмотреть за обстановочку вечернюю. Или ехать уже по трассе. Или не. Или да. Поехали, поднимемся. Лунный вечер. Так, очки надо снять здесь. Темноватенько уже тогда. Блин, где там я их засовывал? Очки. А вот сюда вот. Блин. Хотел очки засунуть. Сейчас станем. Засунем. Что мне делать сегодня? Ну что, погнали. Собаки эти. Что мне делать сегодня вечером на пляже? Сегодня. Что мне делать сегодня любовью? Вау. Что мне делать сегодня? На мотоках кто-то гоняет. Вверху там. Что? А ну, сейчас поднимемся. О, все. Погнали по траве. Нифига себе, тут травы уже сколько, капец. Офигеть. Я когда был, столько травы здесь не было. Вот это да. А сейчас прям травы здесь нифига себе. Офигеть.
Ну вот, вечер, вечерок. Да, тут все позеленело так конкретно. Прикольно. Фу. Так, ну что, погнали. Погнали. Орджоникидзе. Какие-то там мошки, падла, летают. Сейчас уже, да, всякие будут самолетчики летать. Мухи, мошки и всякая дребедень. Потом комары. Ух ты. Так, а можно поехать через Тихую? А, нет, не поедем. Да, в объезд надо ехать мне. Поедем по трассе, а потом поднимемся в горы. Так, где там наша тропинка? Что-то тут заросло, все, капец. Заросли, капец здесь. Трещина. Раньше не было здесь трещины. А теперь она есть. Трескается гора. Спустились. Сейчас включим освещение здесь.
села. Да. Села одна. Ну и ладно. Села, так села. Поедем так. Лучшая подруга. Так, как нам тут выехать на дорогу эту? Бетонка, бетонка. А вот за этими будем ехать, конечно, выезд. Едут, я так думаю, ну да. Да, ну вон дорога, да. Будем выезжать отсюда. Едем в сторону Орджоникидзе. Что, он стал или не стал? Стал. Он стал. Погнали, городские. Давай, едь уже. Put your hands up in Detroit, in the year. Put your hands up in the year. Голубой залив, добро пожаловать. Пансионат. Пансионат. Голубая долина. Every gay. Put your hands up in Detroit. Так, 2 деления уже. Копают. Меняют все. Копают все. Перекапывают. Коктебель, короче, весь перекопанный вдоль и поперек. Перекопанный весь вдоль и поперек.
Shake hands up in Detroit. Цветы. Открыли магазин цветов. Раньше не было. Раньше надо было в Феодосию ехать, чтобы цветы купить. Сейчас вот в Коктебеле есть. Ну, я имею в виду вечером нигде не купишь. А сейчас вот есть. А не спешим, да. Потихонечку уже можно ехать. Нам спешить некуда. Время еще у нас есть с головой. Сегодня танцы, мы сегодня зажиганцы, обниманцы. Фух, хорошо. Танцы, обниманцы, зажиганцы. Танцы, обниманцы, зажиганцы. Завод Коктебель, 300 метров направо. На Никова налево 2 километра, да? Фух. О, ну тут полоса с правой стороны сейчас есть такая небольшая. Можно ехать. Для велосипедистов. Вот едешь. Едешь. А потом это полоса заканчивается все. Потом она все уже и уже. Ну, вот сейчас она вообще узкая. Так, у нас сейчас 48 километров. Еще 10. Это сколько? 58, да? 60, что ли? Ничего себе, что не понял. Вроде ж было. А, ну не 10, еще километров нам 12. Получается, будет 60, да? Ну, нормально, 60 километров. Вот я сэкономил же. Нормально. Я на МТБ много ехал. Так что нормулик. На МТБ. Плюс частично на турбо. А так бы, если все время на турбо, мне бы не хватило бы на весь маршрут. 60 километров. Хотя, может, и хватило. По-моему, сейчас на 60 хватает. Да. Ну, может быть, и чуть-чуть бы не хватило. Так что такие делишечки. Ладно, сейчас мы будем подниматься в наши горы любимые. Да, наши любимые горы, это справа. Не, все время по трассе ездить неинтересно. Ну, едешь ты по трассе, едешь. Это если у тебя шоссейник, то да, тебе в горы и соваться нельзя. А когда у тебя электричка, ты можешь по трассе ехать, бац, в горы свернул и погнал по горам.
Так что сейчас поедем. Поедем в горы мы. Мы сегодня танцы, мы сегодня зажиганцы. Там, кстати, уже дорогу для нас сделали, чтобы я заезжал в, ну, заезд, в общем. Попросил, позвонил, сказал, что так и так, сколько я могу мучаться, сделайте мне нормальный заезд. Ну, мужики сказали, да не вопрос. И сделали мне, сейчас вот покажу. Раньше там было перекопано все. А они мне сделали такой заездик, чтобы я нормально сворачивал и ехал уже. А я там прыгал вечно. Да, вот уже почти темно. Почти темно. А сегодня вообще без шапки. Кайфово вообще. Даже вот сейчас вечером даже. Потому что видно ветер в какой-то другой стороне. И можно ехать нормально. Все, сейчас свернули на грунты. Сейчас будет заезд нормальный в сторону горы. О. Где он тут? Ну вот, да, вот здесь он. Вот, все. Сворачиваем. Вот такой у нас заездик. Вот он. Хорошо. Что там такое? Колонка села, что ли? Похоже на то. Похоже на то, что села колонка. Ну и ладно. Села, так села. Сейчас возьмем наушник, включим. Села. Действительно села. Фух. А ну. Ну да. Села. Да. Сейчас проверим. Я забыл зарядить до полной зарядки. Сейчас посмотрим. Да. Села. Ну ладно. Поехали. Включим сейчас наушник. Все. Погнали в горы.
Да, сейчас ветер более и менее. Хотя там вверху сейчас будет, мне кажется, попрохладней. Сейчас посмотрим. Ой, что такое? Go. Go. О. Что там еще на камеру? Видно? Что-то. Ну, вроде пока еще такое. Чуть-чуть видно силуэты, да? Ну да. Силуэты видно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Топим в горы, жарим сало в горы. Так, переключаемся. Два деления, хорошо вообще. Перееду домой даже чуть-чуть с запасом. Ну, мужик, конечно, сегодня такой, говорит, а сколько стоят такие? Я говорю, от 200 тысяч бэушные. Он говорит, о, машину купить можно. Ну да, машину, только какую машину ты купишь за 200 тысяч? Какую-то развалюху, типа как Жигуля или Ланоса. Это уже не, ну понятно, машина это да, но блин, на сейчас это уже, мне кажется, как сказать, даже я не знаю, машина как экономичная машина или как это сказать. Ну, в общем, самое, что ни на есть бюджетная машина, да. Потому что сейчас столько этих машин. Всякие. Столько сейчас этих марок, иномарок, что просто вот эти сейчас Ланосы, Жигули, это вообще сейчас считается, я думаю, что такое, я же говорю, самая, наверное, экономичная машина. Ух, там поток машин едет. А, нет, то не поток, то эти фонари горят. Вот, так что сейчас надо выключить все эти, а то у меня прям все мигает. Частично выключим. Погнали в горы. Мы и так уже в горах. Так что для кого как, да. Для кого за 200 тысяч машина. А для кого это уже, ну как сказать, не то что не машина, ну просто не знаю. Сравнивать просто так, что типа вот велосипед стоит 200 тысяч, да, что типа купить можно машину. Но тут вопрос уже другой возникает. Какую машину? Ланос. Ну, как бы сравнивать Ланос и другие машины. Сейчас уже вообще... Ланос это вообще сейчас дрова. Типа как, наверное, Москвич. Ну, хотя машина, да, как. Ничего себе, блин. Едет.
просто на фоне других машин, которые стоят по 800 тысяч, по 700, там, ну, есть, естественно, это ж бэушные все, по 10 лет, по 8 лет, 12 лет, то они так мелькают вообще. Надо было шапку здесь одеть вверху. Ладно, не замилостим 20 градусов или сколько там сейчас. Ну не 20, а 18, да, сейчас. Да, 18 градусов. Не, ветер тут дует. Как обычно здесь ветер, да. Редко, когда ветра здесь нету. В основном всегда ветер. Иху. Да, в основном всегда тут ветер. Ветрено. Даже если станешь и будешь идти, да, все равно ветер. Может одеть все-таки шапочку. Не, стоишь, ветра нету вообще. Только когда едешь, ветер. О, одно отделение осталось. Прикольно. Теперь эту шапку еще бы найти бы. Где там эта шапка? Да, одену, да. Лишним не будет шапочка. То голова вспотела. Сейчас буду по ветру ехать. Будет так прохладненько. Не очень. Не, ну хотя не так уж и холодно. Ну, о, не, ну конечно, в шапочке теплее. Кто-то там с фонарем, что ли, ходит впереди. Или это мне показалось. Поехали. Главное, чтобы не потерять очки свои, которые у меня висят слева, то, блин, темно. Какие-то вчера пошли в горы ночью. Так, главное, машины не было видно, где они поставили машину. Непонятно. Ладно, я возвращаюсь домой по горному маршруту.
А они что ночью забыли в горах. Непонятно. Непонятно. Опа. Ну, так ветерок дует, но не такой прям уж сильный. Чуть-чуть поддувает. Фух. Мы сейчас едем выше всех, выше нас никого сейчас. Только мы выше всех сейчас. Трасса, он вообще внизу. Справа тихая бухта. Все дела. Вау! Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Та-та-та-ра-та-ра-та-та. Та-та-та-ра-та-ра-та-та. Вау! Что там на камеру, интересно? Видно еще? Что-то? Или не видно уже нифига? Фух. Можно и спускаться сюда налево. Кстати, я здесь по левой стороне ни разу не спускался. Но надо будет по светлому спуститься, посмотреть дорогу. Мне кажется, она там не такая уж и трудная на спуск. Вау. Вау. Камни. Ого. Так, ну чё, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. Мы уже почти дома.